эканамісткай. Нацбанк Беларусі з 1 чэрвеня зноў зніжае стаўку рэфінансавання. Цяпер да 9,25%. Улады тлумачаць гэта макраэканамічнай стабільнасцю. На гэтым фоне працягвае таннець і долар. Толькі за апошні тыдзень амерыканская валюта страціла амаль 3% і апусцілася ніжэй за 2 рублі 75 копеек. Але эканамісты нагадваюць, беларускі рубель сёння моцна залежыць не толькі ад Нацбанку, але і ад сітуацыі ў Расіі, цэнаў на нафту і вялікіх геапалітычных дамоўленасцяў паміж ЗША, Кітаем і Крамлём. Таму галоўнае пытанне, ці надоўга гэтая стабільнасць. Тетяна Панкова, эканамістка, з намі знаходзіцца ў студыі. Вітаем вас, вечар добры. Добрый вечар. Так, пачнем ад агульнага такога пытання, што сёння ўвогуле адбываецца ў беларускай эканоміцы. 2,73 даўно такога не было за долар. Гэта сапраўды сігнал стабілізацыі ці вось хутчэй такая часовая пауза, момент конъюнктуры удалой? Да, скорее всего, это временная такая пауза, потому что курс валюты и ставка рефинансирования – это только вершина айсберга, которые не говорят об экономике как об устойчивой, либо динамично развивающейся, потому что в Беларуси жестко контролируется финансовая система, жестко контролируется экономика, поэтому говорить о том, что сегодня стабильность, нельзя только по этим двум показателям, нужно посмотреть на деятельность предприятий, которые создают основной валовой продукт в стране. Але разом з тым, спадарня Тацяна, раней, прынамсі, скажем так, гэта такія былі, можна сказаць, пабутовыя разважанні, такі індыкатар грамадзяніна про тое, што калі вось ёсць долар танны для нас, гэта азначае, што ў нас все добра. І крэдыты стануць больш даступнымі ж. Это по-любому. Так, але крэдыты стануць больш даступнымі для прадпрыемстваў, которые и так закредитованы. И если мы сегодня посмотрим на уровень задолженности по кредитным и займам предприятий, а особенно по просроченным кредитным займам, то эта сумма все время увеличивается, и доля просроченной задолженности увеличивается. То бок, навошта тады понизили эту сёння ставку? В том числе и для этого, для того, чтобы у предприятий была возможность брать более дешевый кредит. Еще больше закредитоваться, еще больше входить в позыки. Да, и плюс демонстрировать, что вот, мы же снижаем ставки кредитов, и населению это выгодно, когда снижаются ставки кредитов, потому что, да, поскольку большинство кредитных ставок в договорах физических лиц являются плавающей, то вслед за снижением ставки рефинансирования будет снижаться и кредитный процент в договорах. Поэтому да. Вы сказали про прадпрыемствы, што гэта асноўны паказчик, так? Я ранее думал, что это ВУП, валовый внутренний продукт. Большую часть его формирует предприятие. Так. И что у нас с ними? И что мы можем сегодня видеть, то есть ту статистику, которая сегодня нам доступна, потому что анализировать слишком глубоко возможности нет, потому что Белстат дает статистику за месяц, и нельзя посмотреть, условно говоря, что было в предыдущем месяце. То есть оно заменяет один месяц другим для того, чтобы не было возможности глубоко это анализировать. И что сегодня можно видеть? Можно видеть, что снижается объем производства. То есть индекс промышленного производства по итогам 3 месяцев, которые доступны на сайте Белстата, он сократился. Плюсует только Брестская область, и можно догадываться, почему, потому что там молочная промышленность развивается, это одна из отраслей промышленности, которая растет, это молочная, все остальные области минусуют. То есть сегодня предприятия производят меньше, чем производили, условно, год назад. А с чем это связано, спадарня Татьяна? С чем это можно связаться? Может быть связано с тем, что накопились такие большие остатки на складах, что и рынков сбыта нет, вернее, рынок сбыта сегодня есть, российский, он преимущественный, потому что занимает около 70% всего рынка. И, соответственно, и мы сегодня видим, что Россия периодически делает, она запрещает нашу продукцию у себя на рынке для того, чтобы поддержать своих производителей. Поэтому это может быть связано с тем, что накопились запасы, и плюс это может быть связано с тем, что спрос снижается на белорусскую продукцию, которую мы поставляем на внутренний, в том числе на внешний рынок. Мы суперзалежныя ад беларускай эканоміка ад эканомікі России, але разам з тым у России ключевая ставка застаецца вельмі высокай, 14,5%, у нас 9,25%, так, на дадзены момант. І в России, тым больш на фоне таких больш відавочных прыкметаў эканамічнага крызісу, перагрэву і гэтак далей эканомікі. Чаму Менск можа сабе дазволіць такую іншую палітыку, і больш мякчэйшую? Тут мы отрозниваемся. Наша ставка рефинансирования не зависит от ставки рефинансирования Центрального банка. Курс валюты наш зависит от
российского курса, от курса российского рубля. А как мы видим, курс российского рубля укрепляется. По сравнению с началом года, из месяца в месяц курс российского рубля укрепляется. Как только укрепляется российский рубль, который в валютной корзине, которая формирует стоимость белорусского рубля, начинает укрепляться, то, соответственно, укрепляется и белорусский рубль. Ну, а то, что касается ставки рефинансирования Нацбанка и ставки рефинансирования Центробанка, то здесь нет такой прямой корреляции. То есть там они, они не снижают ее такими темпами, потому что у них нет смысла. У них сегодня высокая стоимость нефти, у них сегодня они могут торговать своей нефтью Трамп снял санкции, США сняли санкции на 30 дней, и поэтому у них сегодня нефтяные доходы поступают, у них в целом экономика в какой-то части стабилизируется, соответственно, стабилизируется и белорусская, условно, потому что ни о какой стабилизации речи не идет, если мы будем смотреть на показатели деятельности предприятий. Убыток растет, число убыточных предприятий растет. Сегодня в Беларуси больше 25% доля убыточных предприятий. Але разом з тым, ці вось тое, што больш за чвэрць прадпрыемстваў стратныя, ці людзі гэта адчуваюць на сабе? Прынамсі, афіцыйныя статыстыкі сцвярджаюць, што заробак расце, дабрабыт расце і гэтак далей. Афіцыйныя рэальныя доходы беларусаў у першым квартале выраслі на 7,6%. Так, уже на гэту тэму мы неяк размаўлялі аб тым, як расце заробак. Але ён расце, так? І то цяпер зноў, дзякуючы ніжэйшай стаўкі, беларускія прадпрыемствы набяруць грошай, так, каб рабіць гэты тавар на склад, і адпаведна будуць выплачваць вышэйшыя заробкі, так, насельніцтву, так як і там Лукашенко кіраўніцтва ад іх вымагае. Но производительность труда не растет. То есть получается, заработная плата не заработана, а просто начислено. Потому что сегодня предприятия в таких условиях, в которых они функционируют, в тех условиях, когда производительность труда не растет, а растет заработная плата, это один из ключевых красных флагов работы предприятия. Не может быть так. То есть зарплаты повышаются. Но опять же, мы если будем смотреть в соцсетях, то они повышаются номинальные, то есть статистически. А это сделать на предприятии не очень сложно. Так. Гэтая школа, яно калісьці закрыецца, да чагосьці ж прыйдзе, так, да нейкай сітуацыі. Вось цяпер мы ўжо прыйшлі да сітуацыі, як вы кажаце, што у нас толькі адна обласць, больш-менш нейкі плюс паказвае, там 0,2% ці штосьці, вось, берасцейская, так? Вот эта яма, да якой цяпер беларуская эканоміка ідзе, якім чынам мы будзем туды пагружацца, так, што наступнае нас чакае? Калі мы паглядзім, то бок, калі я маю такую возможность анализировать статистику и вижу цифры, то эти показатели ухудшаются. То есть уменьшается объем производства, уменьшается рентабельность, снижается прибыль, увеличивается просроченная задолженность кредиторская по кредитам и займам и все такое прочее. Обновление основных средств снижается, инвестиции иностранные снижаются, сальдо внешней торговли отрицательное, и оно ухудшается. То есть, это вопрос... Понятно, не короткого периода времени, там не 3-4 месяцев, но в долгосрочной перспективе это приведет к плохим результатам, потому что когда предприятия, которые дают основные поступления в бюджет от своих налогов, когда они начинают работать неэффективно, то это в конечном итоге приведет к тому, что вся экономическая система будет неэффективной, несмотря на то, что мы можем искусственно сегодня уменьшать ставку рефинансирования, потому что это делает Центробанк, который зарегулирован, и точно так же мы можем контролировать курс валюты, который точно так же устанавливается централизованно. Мне вось у гэтым усім здзіўляе адна справа. Мы ведаем, што апошнія гады прадпрыемствы ў Беларусі у тым ліку працуюць на расійскую вайну. Паводле сведчанняў і звестак, здабытых расследавальнікамі, прынамсі 40 тысячаў працаўнікоў звязаны неяк з прадпрыемствамі, якія выконваюць ваенныя замовы. І калі, напрыклад, Расія спыніць сваю агрэсію, будзе нейкае замірэнне, яшчэ штосьці невядома, так, ці гэтыя замовы будуць працягнутыя. І калі ўжо нават зараз мы маем, што чвэрць прадпрыемстваў стратныя у гэтай сітуацыі, то што будзе, калі адсякуцца гэтыя, скажем так, нейкія расійскія прапановы? Будзе калапс, бо калі сёння мы так прамысловасць трымаецца на тым, што гэта ВПК часткова, то калі гэтага не будзе, і калі мы паглядзім на износ основных средств предприемства, так и периодически можно увидеть статистику, то там страшно. То есть там изношены на 70% основные средства, и модернизации нету, потому что на это нет средств. Предприятия берут кредиты на зарплату, а брать
Да, а брать кредиты на условно покупки линий какого-то оборудования, у них просто такой опции не будет в скором будущем. Так, ну і сапраўды вось это пра што кажа Вітаўт, так што нас чакае, калі і таму відаць Лукашенко цяпер так спяшаецца да заканчэння вайны размарозіць это дачыненне захадам з санкцыямі, каб мець вот у той момант, калі Расія не было таксама эканамічнага выбуху так, в Беларусі. Так, бо сёння мы залежым ад Расіі, рынкі, ўсё. Так, але вот апошняе зусім пытанне. Ну вось мы прыйшлі к этому моманту, да, што мы уже там на мяжы калапса, пропасці, так, мы блізка, і вайна сканчаецца ва ўкраіне. Ці з той эканомікай беларускай, якая вот будзе ў тым стане, так, можна будзе штосьці зрабіць, ці вот просто як в Савецкам Саюзе, калі вот ён разваліўся, то ўсё трэба было з нуля будаваць. Будзе цяжка, бо адсотак прадпрыятий дзяржаўных, ён вялікі, а яны у большай... Мы ж бачым, што зараз робіцца. Зараз да таких прибыльных предприятий присоединяются какие-то колхозы, какие-то стратные предприятия для того, чтобы каким-то образом их поддержать. Потому что около 70% всей промышленности – это государственные предприятия, которые работают неэффективно, они изношены, у них убытки и так далее. И поэтому фактично... будет сложно. Яшчэ хацеў одну ремарку, але скажу эту ремарку, і это наступная тэма была пра змовы, што цяпер тады атрымліваецца фактычна беларуская эканоміка атрымаецца на прыватным сектары, атрымліваецца, таму што дзяржаўны проста в мінусах так і неэфектыўны. Адзін, на чым займаецца эфектыўна, это бадай што прапаганда, ну прынамсі ярка прапаганда і вось этой мілітарызацыі грамадства і ў цэлым дзяржавы.